Доброго времени суток! Сегодня я хочу рассказать про то, как жить после пробуждения, какие изменения случаются в жизни, физически, ментально, астрально, и как с этим жить дальше. Так вот, давайте начнем с физических изменений. Когда у вас пробуждается энергия кундалини, там идут огромные физические изменения. То есть ваше тело полностью собирают заново. И чувствительность будет очень высокой. То есть человек становится чувствительным ко всем энергиям людей, энергиям пространства. И поэтому здесь очень важно держать тело в чистоте и, так скажем, подготовленным в том смысле, что не травить его ненатуральной едой, например, лекарствами, химикатами. То есть в первую очередь надо следить за едой. Еда должна быть абсолютно натуральной, без всяких ГМО, химикатов, консервантов, всяких добавок и так далее. Потому что чувствительный человек, он уже сразу будет проявляться. Будет проявляться на теле, могут пойти какие-то высыпания. В общем, физически это будет проявляться даже. Также одежда, тоже обязательно натуральная одежда из хлопка, льна, шерсти. Не использовать вот эти синтетические материалы. Почему? Потому что вся синтетика, она делается из переработанной нефти и имеет очень низкую вибрацию, сопоставимую с вибрацией мертвых людей. То есть, соответственно, человек, который проснулся, пробудился, у него будет вибрация в любом случае выше. И одежда должна этому помогать, способствовать, а не наоборот давить на тело. Также очень важный момент – это фтор. Об этом часто не говорят и никто не замечает, но фтор как элемент, он очень сильно влияет на гипофиз. А гипофиз – это ваш третий глаз. То есть если вы употребляете воду со фтором, либо слишком много вот этой химии, зубная паста содержит фтор, обязательно зубную пасту нужно без фтора. Вот везде, где вы видите, можно заменить всю косметику, всю бытовую химию на более экологичные варианты. Физически вы будете чувствовать энергию, как будто энергия все время будет бежать по позвоночнику. Энергия космоса все время будет на голову давить. Энергия Земли будет подниматься с ног, и вы будете постоянно в таком энергетическом процессе. Поэтому и называют сейчас всех пробудившихся проводниками, потому что они становятся именно проводниками этой энергии, то есть прямо как в физике, как полупроводники. Так, идем дальше. Какие астральные изменения? Астральные изменения – это постоянные выходы из тела начинаются. То есть они могут быть как во сне, так и днем. И также люди, кто пробудился, они начинают чувствовать вот этот астрал, а так как астрал, он находится вокруг нас везде, то, конечно же,
все вот эти сверхчувствительные люди, они ощущают всех, кто живет в астрале рядом, да, то есть все вот эти души, весь тонкий план мест, городов, энергий, это все заблудшие души. И что делать в этом случае? В этом случае единственный совет — это просто привыкать, потому что человек привыкает ко всему, и стараться больше находиться именно на природе, потому что природа, она очень чистая и астрально чистая. Там есть духи природы, но они не причиняют вреда. Так, идем дальше. Ментальные какие изменения идут. Вот здесь уже это очень обширная тема, конечно, но по заземлению. Очень важно заземляться, потому что когда у вас начинаются выходы из тела все время, то есть вам нужно заземляться. Заземляться — это стараться не уходить, да, не отлетать, как сейчас модно говорить, а именно заниматься бытовыми вещами, обычной жизнью, да, вот есть мясо красное, больше проводить времени там с родными, как-то в обычной вот этой жизни, в нашей 3D как бы реальности тоже уделять внимание. Также здесь очень важный момент — это чувство одиночества, потому что будет очень одиноко в этом пути, потому что это духовный путь, и каждый духовный путь, он для каждого уникален. То есть этот путь вы должны пройти сами. И здесь я бы советовала не сильно распространяться, да, то есть вот вы видите видение, вы слышите что-то, вы получаете информацию там через ясновидение, телепатию. Не надо об этом говорить, рассказывать каждому второму, потому что очень многие еще спят. И есть такая фраза «не будите спящих». Это очень хорошо показывает, что когда люди живут только вот именно в физическом, материальном мире и только физическими своими чувствами, да, то есть просто там, где бы заработать, чтобы поесть и поспать. Вот и это нормально, это абсолютно нормально, это называется как бы трехмерное, да, мышление. И кто-то, какие-то души, они, например, молодые, и они пришли только получать вот этот опыт трехмерной жизни. То есть не надо их пытаться будить, там, рассказывать про астрал, там, про ментал, про другие там высшие миры. Не стоит этим особо делиться. Услышат только те, которым это надо. Услышат только те, которые поймут, которые сами начинают чувствовать, да, тонкий план. И нужно понимать, что, конечно, вот именно после пробуждения, это пробуждение имеется в виду пробуждение всех тонких тел, всех вот 7 тонких тел к тонким мирам, да. И здесь, конечно, очень важно это снятие масок. То есть у вас уже отлетают все маски, все социальные маски, все роли. Вот это обычно тоже называют как смерть эго. Ну, то есть прежним вы уже не будете. И вот это здесь очень большая работа требуется, потому что все, что имело смысл до этого, там, деньги, какая-то престижная работа, какие-то статусные вещи, что обо мне подумают люди, вот это все слетает, потому что это социальные маски, да, вы остаетесь сами с собой и со своей душой, со своим высшим я.
И надо здесь быть честным, и не надо искать, пытаться создать новые какие-то маски. И здесь очень большая опасность — это духовное эго. То есть, когда человек просыпается и понимает, что у него открылись какие-то способности, уже как бы ушедшее, да, прошедшее эго, он трансформирует в духовное. Вот здесь это очень опасная часть, и в этом плане надо постоянно работать над собой, надо быть честным с собой и с другими. И здесь должна проводиться очень большая работа с тенью, да, со своей теневой стороной. У меня уже есть выпуск на эту тему. Так, что дальше? Нужно понимать, что это время, это как метаморфоза, да, то есть время трансформации. И лучше стараться в это время находиться с собой в тишине. Можно медитировать. Надо всегда отслеживать мысли, потому что это очень важно. У каждого есть вот это вот мысленный поток, да, который все время. А когда вы начинаете чувствовать мысленный поток всех людей вокруг, рядом, то это там может быть просто каша. Поэтому всегда умейте распознавать, чьи это мысли, чья это энергия. И также свою, да, тоже вот эту мыслемешалку тоже уметь останавливать. Да? Для этого есть разного рода медитации, там йога, специальная пранаяма, там, дыхательные упражнения и так далее. И когда происходит вот эта трансформация, очень легко заблудиться, да? Потому что все, что интересовало раньше, оно не будет иметь смысла, а что делать дальше, непонятно. И в этом случае я бы посоветовала начать с того, что вы любите. Что вы любите делать. Также, чтобы энергия ваша шла в созидательное русло, а не в разрушение. Да, потому что когда энергия, она не расходуется, да, именно созидательным путем, она начинает накапливаться в разрушительный путь. И это очень опасно, особенно для проводников. Поэтому здесь я бы посоветовала заниматься больше творчеством, любыми творческими хобби, занятиями, рисование, там, рукоделие, все что угодно. Это будет как раз именно перенаправлять энергию в созидание. В первую очередь надо быть честным, нужно не бояться, быть побольше на природе и, конечно же, быть в гармонии прежде всего с собой, с окружающим миром, с природой и с вашими духовными наставниками. Спасибо, до свидания.